мы озвучим проблему, как его разрешить, давайте подумаем вместе. Проблема в том, что 16 лет назад было обжаловано решение Центральной избирательной комиссии Гагаузии об образовании избирательных округов мотивировкой, что, в принципе, справедливой мотивировкой, что неравные условия, нарушаются принципы, конституционные принципы и так далее. Она была справедливая. Но на тот момент я помню, что я тогда работал начальником управления правового и протокольного обеспечения Народного собрания Гагаузии, когда принесли это решение. В принципе, мы его выбросили, честно говоря, прошли выборы. Ну, тогда мы не получили требования, чтобы дать ответ и так далее. Ну, ушло оно, ушло. Ну, центральные власти то ли не придали значения. Прошу, пожалуйста, проходите. Присаживайтесь за стол, пожалуйста. Ситуация изменилась, я вам скажу, после 2 февраля 2014 года. Очень хорошо она изменилась. Я просто раскрываю вам полностью. Я сейчас уже понял, я сначала не понимал, почему через 16 лет от нас начали требовать, чтобы мы дали ответ, как мы приводим и так далее. Значит, там тоже появились очень умные люди, которые процедурно понимают, как можно сделать так, чтобы поставить на место и сделать так, как им нужно. То есть залезть в закон об особом правовом статусе. Почему? Объясню. Мы сначала тоже хотели, это, обратите внимание, ноябрь, по-моему, 11 ноября адресовано, посмотрите, зарегистрировано у нас, 2015 года. Ну, адресовано к нам 11 или 10 нашу комиссию, да. Так вот, ломали голову, а потом пришли к выводу, ребята, ведь надо работать на опережение, потому что если мы не обратим внимания или промолчим, там есть умные люди, любой подаст жалобу, да, от нас подадут кто-то, но какой-то конкурент, который не пройдет или не зарегистрирует, подаст жалобу. Судебная инстанция просто-напросто отменит решение нашей Центральной избирательной комиссии об образовании избирательных округов. И где мы окажемся? У нас утверждают мандаты депутатов судебная инстанция. При наличии одного решения о том, что не отменено постановление об образовании избирательных округов, тогда не получится проводить выборы. Дмитрий Григорьевич обратился к Илье Ивановичу Каракашу. Я письмо, по-моему, некоторым дал, там есть. Ответ получили. Илья Иванович Каракаш думал, что у нас система совершенно другая, как раньше было. Но судебные инстанции сказали, что несмотря на то, что каждый населенный пункт должен иметь одного депутата, однако этот депутат должен избираться от не менее чем 5000 избирателей. Возможно ли это? В принципе, Илья Иванович Каракаш нам подсказал ситуацию. Ну, ладно, я не буду читать, я словами расскажу вам. И на сегодняшний день вырисовывается, чтобы выйти из этой ситуации, вырисовывается такая система. Первое. Можем сделать всю Гагаузию единым округом. Ну, можно предложить такое, да? Учтите, нельзя вносить изменения в закон об особом правовом статусе, и у нас просто сейчас нет условий, чтобы вносить. Потому что мы сейчас рассматриваем вопрос, что первым, что мы сделаем, выйдем с законодательной инициативой, вот у нас 28 числа рабочая группа работает, потом 29 вероятнее всего сессия у нас будет и мы.
выйдем с законодательной инициативой в парламент Республики Молдова о том, чтобы внести в статью 27 Закона об особом правовом статусе изменения о том, что любые изменения и дополнения закона об особом правовом статусе могут вноситься парламентом Республики Молдова только с согласия Народного собрания Гагаузии. После этого мы можем приступить и к разграничению полномочий, к чему угодно. Но если не принять такое решение, то мы можем оказаться, что если, допустим, нынешний парламент, к примеру, чтобы они полезли в закон об особом правовом статусе, то боюсь, что от этого закона останутся рожки до ножки от наших полномочий. Итак, такие люди, как Крянге Иван Андреевич, недовольны, что у нас слишком много полномочий и так далее. Поэтому вопрос стоит о том, чтобы внести. И нельзя вносить изменения в уложение Гагаузии, потому что там специальная процедура. Но в Кодексе о выборах мы можем вносить изменения, чтобы не было противоречий с этим. Избирательный кодекс. Вернее, избирательный кодекс, пардон. Избирательный кодекс Гагаузии. О выборах нас не касается. Значит, первый вариант, первое предложение, что выносим изменения, это Гагаузия, целый округ, единственный, и в алфавитном порядке распределяется, и каждый избиратель, голосуя лично, выбирает 35 за 35, и проводятся выборы в один тур, кто больше набрал, тот проходит, утверждается весь список, и в принципе получается, что если кто-то выбыл, не проводятся выборы, автоматом потом решением ЦИК мандат вручается следующему по большинству голосов. Второе, что предложил, второй вариант, что предложил Илья Иванович Каракаш, это сделать квоту в округах. Мы предлагаем, ну, в принципе, есть такой вариант, что 35 делится на 7 или на 5. Ну, легко. Поэтому, с учетом того, что Гагаузия требует 5 мандатов парламента Республики Молдова, чтобы политическое представительство было, ну, есть такое мнение, что квоту дать, сделать 5 округов или субокругов, как их назовем, я не знаю. В принципе, я вам просто высказываю соображения. Притом сохраняется базовый принцип закона об особом правовом статусе и уложения, что на момент выборов выдвижения каждый должен будет выдвигаемый быть прописан или проживать в том населенном пункте, выдвигаемый. А дальше уже, это при любом раскладе мы должны соблюдать этот принцип. Мне не совсем понятно, почему возник этот вопрос именно сегодня. Я узнал об этом мероприятии, о сегодняшних слушаниях из Фейсбука, где пресс-служба Народного собрания опубликовала информацию о том, что проводится такое мероприятие. И на сайте Народного собрания было опубликовано постановление постоянной комиссии, юридической комиссии Бургуджи, где говорилось о том, что есть необходимость обсудить какие-то материалы, но сами материалы опубликованы не были. То есть у нас не было возможности ознакомиться с теми материалами, которые стали поводом для проведения сегодняшних слушаний. Насколько я понимаю, речь идет о постановлении коллегии Высшей судебной палаты, которая в 2000 году высказывалась о несправедливом принципе распределения границ избирательных округов. Но здесь предлагается изменить избирательную систему. Почему предлагается изменить избирательную систему, мне не совсем понятно. С нашей точки зрения, изменение избирательной системы и вообще избирательного законодательства за полгода до выборов не рекомендуется, согласно международных правил, в данном случае рекомендаций Венецианской комиссии, а уж тем более не рекомендуется изменять избирательную систему. Потому что сегодня избиратель, несмотря на то, что она несправедливо распределена избирательные округа, избиратель к этой избирательной системе привык, он знает, как он голосует, он знает, за кого он голосует, и за полгода менять избирательную систему полностью, с моей точки зрения, не совсем справедливо. Это то, что предлагают сегодня те, кто организовал сегодняшнее мероприятие. Опять же, мы раньше высказывались о том, что разделение границ избирательных округов несправедливо, но это долгий процесс. Для того, чтобы определить, что нужно сделать для того, чтобы он стал более справедливым, необходима работа специальной комиссии, рабочей группы, привлечение экспертов и так далее. И с моей точки зрения, решение этого вопроса без внесения изменений в закон об особом правовом статусе на сегодняшний день невозможно. Потому что речь идет, как я говорил в постановлении Высшей судебной палаты, о
несправедливости распределения границ избирательных округов, а принцип формирования избирательных округов заложен в законе об особом правовом статусе. И для того, чтобы изменить этот принцип, необходимо вносить изменения прежде всего в закон об особом правовом статусе. Здесь предлагают обойти закон об особом правовом статусе или обойти необходимость внесения изменений в закон об особом правовом статусе и изменить избирательную систему на уровне избирательного кодекса ГГУЗИ. С моей точки зрения, опять же, это несправедливо, потому что у нас всего лишь полгода до выборов. Базируясь на опыте, который мы подчерпнули с выездов в другие автономии, успешные автономии в Европейском Союзе, мы заметили, что местные парламенты работают на профессиональной основе, они четко знают, чем заниматься, потому что их полномочия детализированы и разделены между государствами и автономией. У нас, к сожалению, пока этого нет, у нас все в общих фразах в законе об особом правовом статусе Гагаузии. Поэтому и Народное собрание мало, чтобы сказать проще, считает, что обладает всей полнотой полномочий, которые прописаны в законе об особом правовом статусе Гагаузии, а Республика Молдова считает, что нет, они ограничены национальным законодательством. И находясь вот в таком своеобразном вакууме, мы принимаем нормативные акты, которые вытекают из наших полномочий, но в то же время не признаются в полной мере Республикой Молдовы. Вот когда это будет детализировано, расписано, где наша граница, да, от А до Я, где наше первичное законодательство, то есть государство куда не может вмешаться, тогда необходима четкая и планомерная профессиональная работа. Я считаю, что, я уже это говорил, что 10-15 тысяч избирателей на одного депутата – это общемировая практика. У нас должно быть не больше, чтобы нечетное число было 9, 11, до 15 депутатов, которые будут работать на профессиональной основе. Поэтому, безусловно, к корректировке избирательного процесса по выборам Народного собрания нужно приступать. Но делать это накануне выборов не совсем корректно, потому что мы запутаем людей, и это может наложить отпечаток, и выборы будут не совсем легитимные. Тут получается две вещи. Или сделать один избирательный округ, и все количество депутатов выбрать, значит, по одному избирательному округу. Или делать округа равные. Взять всех избирателей, поделить, что намного сложнее, на мой взгляд, потому что в одном селе столько-то, в другом столько, и кое-какие села придется кромсать. То есть здесь есть нюансы. Вот поэтому нужно преодолеть проблему того, что нарушаются права человека. Самые обыкновенные, неравные округа. А как не возникли? Вот я один из тех, кто подал в суд еще в 99-м году, и мы хотели восстановить справедливость, но однако руководство тогда не поняло. Сейчас Иван Георгиевич, даже он говорит, год назад он не понял, только сейчас ему дошло, что надо этим заняться. Он сам это высказал. Поэтому нужно менять, но нужно упрощенно, как можно быстрее сделать это изменение, чтобы очередные выборы в Народное собрание прошли, и чтобы из центра никто не вышел с претензией, что здесь нарушены права человека.